Исәмесе дуслар, это канал Татарский вперед, и меня зовут Алсу. В сегодняшнем видео новая тема, а именно склонение глагола по местоимениям. В ранее пройденных уроках мы уже научились делать множественное число, освоили произношение по-татарски, рассмотрели наши первые глаголы. Если обратить внимание, то все глаголы шли от формы «что-то делаю именно я». Мин барам – я иду, мин уким – я учусь, мин яратам – я люблю. Но как сказать, что люблю, работаю, читаю не только я, а ты, он, мы, вы, они? Потому что местоимения составляют очень большую часть общения и нашей устной речи, поэтому данную тему посмотреть необходимо. Эйдегіз тақтаға қарап алайық. Давайте обратим внимание на доску и прочитаем местоимение. Я – это мин, ты – син, ул означает он или она. В татарском языке у нас нет рода, поэтому если вы говорите слово матур, это значит не только красивый, но и красивая, красивые, красивые. Слово яхше – хороший, а также хорошая, хороший, хорошая. Но вы спросите, а как алсу понять, имеют в виду ее или его, да, если слово ул? Вообще, на самом деле, запутаться довольно-таки сложно, потому что все зависит от контекста. Скорее всего, ранее в предложении уже звучало какое-то имя. Бес – это мы, сес – это вы, и алар – это они. Сес – это обращение вы, как к людям на вы, то есть которые старше нас, учителям, врачам и также к группе лиц. Ну что ж, задача нашего урока – это именно посмотреть, как будет в данных всех местоимениях, например, слово «мин яратам» – «я люблю». Наша задача сказать «любишь ты», «любит он», «любим мы», «любите вы» и «любят они». Ну что ж, вообще на самом деле в учебниках эта тема объясняется довольно-таки сложно. Вам предлагают найти повелительную основу от данного слова, далее в зависимости от согласной или гласной вывести окончание. Но мы с вами поступим немножко по-другому. Обходным путем рассмотрим тему, но просто она будет чуть легче. Ну что ж, в данном случае предлагаю первым делом всегда выводить, что действие делает он, это ул. Я люблю это мин яратам, а вот он любит ул яратам. Мы сами переписываем данное слово, но просто без буквы М в конце. Все, это готовое слово. Я люблю и он любит. Давайте теперь скажем «любишь ты». Для этого как раз таки ярата у нас окажется везде неизменяемой частичкой, и мы его сюда перепишем. Но добавим теперь окончание. Для твердых слов окончание «сын», а для мягких слов окончание «сэн». Син ярата сын. Ты любишь. Давайте скажем «любите вы». Также ярата у нас осталось корнем. Давайте перепишем его сюда. И скажем без ярата без, добавляя окончание без для твердых слов и без для мягких. Без ярата без мы любим. Давайте скажем «вы любите». Опять переписав данный корень сюда, добавляем окончание «сес» для твердых слов и «сес» для мягких. Разумеется, окончание нужно выучить. «Сес яратасес» – вы любите. Ну и последнее – они любят. Также переписываем данный корень сюда. И окончание у нас на выбор лар или ляр. Сюда подходит окончание лар, потому что ярата – это твердая основа. Таким образом, мы просклоняли сами слово и переводы такие, как «я люблю», «ты любишь», «он любит», «мы любим», «вы любите» и «они любят». Давайте просклоняем еще одно слово. Слово «мин пешерем» – «я готовлю». Задача такая же – сказать «готовишь ты», «готовит он», «готовим мы», «готовите вы» и «готовят они». Первым делом всегда выводим форму «готовит он», переписываем данное слово, но без буквы «м» в конце. Это окажется у нас корнем, и можете смело работать с ним. Скажем, ты готовишь. Син, пешере. Как вы думаете, добавляем окончание «сын» или окончание «сэн»? Так как пешере – это мягкое слово, ему подходит окончание «сэн». Пешере, сэн. Давайте на доске сделаем таким образом, а сэн оставим как вариант. Давайте скажем, мы готовим. Без, пешере. Окончание без или без выбираем в данном случае без. Это мягкое окончание. Вы готовите. Сес, пешере. Сес. И последнее готовят они. Алар, пешере. На выбор лар или лер подходит окончание лер. Алар, пешерелер. Они готовят. Прочитаю еще раз для образца произношения. Мин пешере, син пешересен, ул пешере, без пешеребес, сес пешересес, алар пешерелер. Ну и давайте переведем предложение для практики. Он сейчас ест.
ул. Сейчас это будет хазер. И вот я кушаю, это будет мин ашиим. Но так как кушает он, мы с вами делаем без буквы М. Ул хазер аши. Комплимент. Ты хорошо учишься. Ты это син. Хорошо яхше. И вот я учусь это укыем. Он учится укый. А теперь, когда окончание ты, укыйсын. Син яхше укыйсын. Мы много спим. Мы это без. Много было слово в прошлом уроке, слово куб. А спим это яклый без. Без куб яклый без. Я книгу читаю. Это самое легкое простое предложение. Мин, китаб, укым. Укым – просто слово, которое тоже смотрели в раннем уроке. Кошки сейчас воду пьют. Тут обратите внимание, что кошки будут с собой подразумевать слово «они», «алар». Поэтому окончание в глаголе будет такое, как будто действие делают «они». Кошка писи, а вот кошки писилер. Сейчас это будет хазер, воду су. И вот я пью ишем, он пьет ише, а вот они пьют ишелер. Писилер, хазер, су ишелер. Таким образом, сегодня мы рассмотрели очень большую тему, а именно склонение глагола по местоимениям. Именно на базе данной темы мы общаемся, выстраиваем речь, читаем книги, пишем по-татарски. Тема полезна для всех, кто изучает татарский язык, а также для школьников, потому что в школе, разумеется, такая тема встречается постоянно. Еще раз напомню, что я преподаю индивидуальные, парные и групповые уроки, а также доступен расширенный курс «Татарский язык с нуля». Вся информация по номеру на экране.